Здравствуйте, меня зовут Николай, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодня будем мы говорить о Путине снова. И, значит, мы будем говорить конкретно о его электорате и как мы этот электорат перетянем на себя. Так вот, дело в том, что, как вы знаете, большинство тех, которые голосуют за Путина, реально, идейно, это большинство пожилых людей. Понимаете? И как-то я много где работал, и однажды мне так довелось работать в ЖЭКе. И мне пришлось выслушивать огромное количество населения, их проблемы и так далее, так далее. Ну, просто вот, как бы, а там не увернешься. Так вот, я видел весь этот период, когда вот начиная с 55, вот человеку вот, ну, приблизительно же вы не можете спросить, сколько человеку лет. Просто вы навскидку можете дать ему, ну, приблизительно ему сколько-то лет. Это начинается с 55 лет и идет где-то вот до 70 лет. Так вот, иногда бывает и дальше, да? Так вот, в 55 лет они очень такие, как сказать, только что вышли на пенсию. Значит, они довольно крепкие, полные энергии. Недавно прошел у них этот юбилей 50-летия. И ну, у него есть жена, там, дети, он в кругу друзей и так далее. Он полон сил, ищет работу, как правило, его находит. И ну, жизнь такая вроде обустроенная, уверенная, хорошая. А на самом деле, вот эта штука, люди приходят, уходят же, да? И вот смотришь, буквально через 10 лет, то есть начиная с 65 лет, ты видишь, что они уже, как говорится, руки уже не те, глаза уже не те, значит, и ходят уже, как говорится, ходить уже стало тяжело. И, как правило, они приходят уже одни. Имеется в виду, они теряют свою пару. То есть в основном это мужская часть населения уже, как говорится, уходит в мир иной, и остаются только женщины. На каждого мужчину, наверное, приходится, наверное, 3-4 женщины. Вот так. То есть мужчин становится значительно меньше. Дальше к 75 годам уже, как говорится, после 75 уже никого и нет. Понимаете? И вот этот, когда смотришь вот эти всякие разные возрасты, которые переходят за короткий период времени, ты начинаешь осознавать, как бы, и тебя же, в принципе, тоже может это ждать на самом деле. Куда мы денемся? Да? И вот поэтому вот, как бы человек начинает их жалеть, и начинаешь вот волей-неволей выслушивать их, понимаете? И что вот интересно, когда начинаешь это наблюдать, ты понимаешь, что они раздражительные. Но как только ты их начал выслушивать, они умягчаются и начинают просто рассказывать про свою жизнь, про прошлое и так далее. И когда тебе искренне интересно, они успокаиваются и уходят. Но через некоторое время возвращаются заново. И они ходят как домой постоянно, то есть как-то работают. От этого, ну, это часть работы, не увернешься. Однажды я был в поликлинике, что-то у меня там болело, что ли, и я не помню, зачем это надо было. Короче, я пошел в поликлинику, и, значит, я увидел, что в поликлинике тоже в очереди сидят куча бабушек, дедушек, да, ну, как бы дедушек мало, но в основном бабушки сидят. Дошла моя очередь, я зашел, там сидела моя молодая девушка, врач. И я говорю, да, у вас тоже бабушек много, у нас тоже бабушек много. Говорят, либо их выслушаешь, либо они будут с тобой ругаться. Так или так. Говорят, ну, а вас не достают они, типа. А на что врач сказала, да, конечно, у них все, во-первых, болит, и во-вторых, даже если не болит, они приходят, просто им говорить не с кем. Понимаете, это одиночество, понимаете, им с кем угодно. Они ходят в поликлинику, в ЖЭК, в окружную администрацию, в мэрию города, посещают все транспортные, общественные, этот транспорт, лишь бы с кем-то поругаться, поговорить. Ну, видите, какая штука. И врач мне говорит то, что, значит, природа их раздражительности — это нехватка окситоцина. Это такой гормон, который делает нас людьми. Так вот, оно дает чувство счастья.
То есть, смотрите, как это происходит. Этот гормон, оказывается, такая штука, когда ты находишься в определенном коллективе, например, там, ты на работе внутри одного хорошего дружного коллектива, или в кругу своих друзей, или в кругу своей семьи, или рядом со своей там любимой половиной, этот гормон активно вырабатывается. Этот гормон вырабатывается с детства, когда в первый раз мать тебя поднимает на руки, этот гормон начинает выделяться. И он выделяется по всю человеческую жизнь. Но в тот момент, знаете, когда начинаются проблемы у человека с этим гормоном? Когда его отправляют на пенсию. То есть человека отправили на пенсию, и он как бы был кому-то нужен, он был в крепком трудовом коллективе, и его оттуда вышибли. Понимаете? И он осознает, что ну, к тому моменту, когда ему 55 лет, он еще кому-то нужен, понимаете? Он может найти другую работу. Но когда его в 65 увольняют уже с концами, и он понимает, что он не сможет найти другую работу, потому что руки, глаза, спина, ноги, уже все не то, понимаете? И он остается дома, понимаете? И вот к 65 годам основная масса из них становится одинокими, потому что, по крайней мере, мужская часть населения, ну как бы, подождите, еще до этого у них вырастают и уезжают дети. Понимаете, то есть они вместе не живут. Они живут либо максимум в соседнем подъезде, да, то есть минимум в соседнем подъезде, либо максимум там они живут вообще в другом городе, в другой стране даже бывает такое. То есть эти бедные люди, они остаются одни, понимаете, не с кем общаться. Как только дети ушли, но у них есть пара, понимаете, жена или муж, так? Самая большая проблема, почему 65 лет, потому что когда они его теряют, вот тогда они остаются одни. Вот это кошмар, понимаете? И человек, у него выработка вот этого э, окситоцина прекращается вовсе. И он же всю жизнь на этом сидел. Это наша природа же. И он начинает вот этот окситоцин искать. С кем-нибудь поговорить бы, кому-то излить душу, или выслушать, или вызвать жалость, либо вызвать агрессию просто, там, поругаться, ну, что-либо, хотя бы любая эмоциональная реакция. Но дело в том, что человечество в общем, ну, как бы в России общество отвечает этой части населения равнодушием. Вот что происходит. Так вот, в результате она вот этот круг делает, вот днем там поликлиника, ЖК, окружная администрация, прокуратура от них тоже надоедает, потому что они пишут жалобу абсолютно на всех. Значит, но потом, когда они возвращаются домой, это пустой дом, понимаете? И единственное, что у них остается, этот самый телевизор, понимаете? А там сидят вот эти два брата акробата, этот Киселев и этот, как его, Соловьев, понимаете? Эти люди, они как гиены, они понимают, что вот этот ихний зритель, он был большим и сильным буйволом в свое время, но сейчас он уже, как говорится, он уже стар, он уже не может, он уже отстал от стада, и он слаб, понимаете? И он рано или поздно станет добычей вот этих двух шакалов, двух гиен, которые вот, они вот именно же этих выцепляют, тех, которые уже не могут, и у них единственное это смотреть этот телевизор, понимаете? С других мест у них просто эмоциональный отклик сделать им уже больше негде, понимаете? Раньше радио было, но сейчас радио нет, и телевизор, да? Так вот, в этом случае долго, когда они годами смотрят телевизор, у них отравляется мозг. Понимаете, как его, Киселев с этим, ну, этот помет этот, они же отравляют им мозг. Понимаете, и в результате они начинают голосовать за Путина. Но мы же знаем, что этот Киселев и Соловьев, на кого они работают? Они работают на Путина. Это же точно. Это к гадалке не ходи, да? Так вот, а Путин сам, он презирает этот электорат. Просто, я не знаю, его часы стоят тысячи наших пенсионеров. Понимаете? Те, которые голосуют за этого Путина. Так вот, Путин, он дает им, это же только он решает, какую пенсию выдавать вот этим старикам. Да, вот. Он говорит, что уровень пенсии содержится где-то на 15 тысяч рублей.
На самом деле это не так. Потому что ловушка в ЖК, понимаете, в этом в ЖЭКе, жилищно-коммунальных услугах. Потому что это как налог, они забирают половину. То есть 8 тысяч забирают, и у него остается там 80 тысяч, 7 тысяч на проживание. Это же это невозможно, понимаете. Э, Вы еще вот знаете, что заметите у этих людей, у пожилых людей? У них одежда вот, купленная чуть ли не 80-е годы там, понимаете? У них нет денег купить одежду, понимаете? Я вот сейчас вот в Америке смотрю американских пенсионеров, они прекрасно одеваются, они прекрасно себя чувствуют, прекрасно в физической форме, понимаете? И у них много денег для того, чтобы путешествовать по всему свету, понимаете? А российские пенсионеры, те, которые составляют вот электорат Путина, они ведут просто нищенский образ жизни. Просто это никчемность ихнего существования, понимаете? Просто по-другому не знаешь, у них нет никакой цели. Они знают, что они в такой ситуации, но из-за того, что у них не вырабатывается окситоцин, и они смотрят этот телевизор, чтобы его получить, понимаете? А там сидят эти два брата, акробата, да, и они же постоянно им промывают мозг и отравляют его, да, и поэтому они получились вот в таком замкнутом круге. Они живут в нищете по причине Путина, и поэтому они смотрят телевизор, понимаете, потому что они даже в кино не могут сходить, если честно, да. Об интернете они пользоваться вообще не знают. Им бы вообще вот эти копейки собрать и дотянуть до следующего впроголодь, да. И они поэтому единственное развлечение у них посмотреть телевизор, и поэтому они поддерживают Путина, а Путин, значит, возвращается к первой ситуации. Это заколдованный круг, понимаете? Так вот, каким образом мы можем этих людей спасти и каким образом мы можем дать им такую же жизнь, как в Соединенных Штатах Америки? То есть, чтобы наши старики не просто могли хорошо поесть, но они и хорошо одеться, да, а чтобы они и могли и сходить в кино, в ресторан, да, чтобы они могли больше того путешествовать по всему свету, мы должны убедить этих людей больше не голосовать за Путина, понимаете? И чтобы они не смотрели этот телевизор, понимаете? Ну, даже если они смотрят телевизор, мы должны завоевать их симпатию, понимаете? Для этого я предлагаю конкретную вещь. Когда будете идти на на очередной митинг, возьмите с собой лишние 100, 200, 500 рублей, понимаете? Просто положите это в карман и идите на митинг. И до митинга, там, когда его объявят, ну, там, за неделю, за месяц его объявят, ходите, вот идете по улице, видите пожилых людей и говорите, вот, здравствуйте, вот у нас будет такой-такой-то митинг, туда приходите, мы там будем раздавать вам деньги. Понимаете? Потому что мы, народ России, мы являемся страной, мы являемся вашей родиной, и мы бы хотели вам помочь. Приходите на митинг, там будет лучшая часть нашей страны, и мы попытаемся помочь вам, чем сможем. Понимаете? Из-за нищенского состояния, даже если они полностью с промытым мозгом, они просыпаются с Путиным и ложатся с Путиным, с этим самым, как его, Соловьевым и Киселевым же. Но несмотря на это, факт остается всегда фактом. Им не хватает денег ни на что, понимаете? Им нужны деньги. И несмотря на это, они придут. Даже если они не разделяют ваши политические взгляды, они все равно придут за деньгами, понимаете? И когда они придут, увидите в толпе, в митингующих, стоящих бабушек, дедушек, подойдите и дайте им вот эти 100, 200, 500 рублей. Понимаете? Если каждый им будет давать из 10 тысяч прибывших там, эти бабушки и дедушки уйдут домой с хорошей добавкой для пенсии. Понимаете? Если вы сомневаетесь в том, что кто-то их там заставляет, там, а потом собирает у них деньги, поведите этих бабушек потом в какой-нибудь продуктовый магазин и купите им этот самый пакет, понимаете? Потому что эти бабушки и дедушки давно уже не ели ни колбасы, ни мяса, я так думаю. Я не знаю, там купите им сыра, что-нибудь, купите там и отнесите им домой чуть ли там мешок риса, если надо будет, понимаете, о чем я говорю, картошки там, вот.
что-нибудь, если попросят, ну купите им. Если они попросят там, может, там, ну, эти люди нищие, понимаете? И любая ваша помощь им окажется очень хорошей. Вот о чем я говорю. И самое главное, ну купите им еще цветы. Вот особенно в женской половине, вот бабушкам 65-60 лет, которые туда, 70 лет, которые пришли, просто дайте им букет цветов. Они давно ли, как вы думаете, они получали цветы, если они живут в одиночестве, да? И даже если там, если их дети есть, но они, наверное, живут в другом городе, и так же, то в основном же так бывает, понимаете, люди разъезжаются. И вот, и самое главное, обнимите их, понимаете, если их обнимете, человеческий организм, он работает как, что запрограммировано, он так и делает, понимаете. Если они в огромной толпе увидят, что куча молодежи их обнимает, им дают деньги, им дают цветы, им покупают, там, не знаю, вино некоторые дают, там, пакет с едой, говорят, что мы помним о вас, мы любим вас, понимаете, потому что мы есть ваша Родина, понимаете, мы есть ваши потомки. Понимаете, я прошу вас быть именно той родиной, которую бы вы сами хотели иметь. Будьте своей родиной, понимаете? Вот о чем я говорю. И когда эти бабушки и дедушки уйдут с этими прекрасными, прекрасными чувствами, понимаете, и они через некоторое время, они же сами обратятся к Навальному и скажут, нам бы почаще этих митингов, потому что этот упырь Путин, он урезал у нас все, и вот единственное, что нас поддерживает в жизни, это вот митинги, которые там организовывает Навальный и фонд борьбы с коррупцией, понимаете, и можно будет проводить все больше и больше митингов, и там все больше и больше пенсионеров будут приходить на эти мероприятия, понимаете, потому что они сначала будут приходить за деньгами, потом за окситоцином, а потом они постепенно начнут понимать, что делает эта молодежь, и в чем они правы, понимаете, и в чем этот упырь Путин их обделил. И вот тогда мы привлечем на свою сторону, по крайней мере, 15 миллионов людей, которые, вот, пожилые сейчас, которые стали жертвами вот этого Киселева и Соловьева, понимаете, и вот этого Путина. Как только мы это сделаем, наш перевес составит 90%, понимаете. Вот людей, которые вот по улице идут и говорят, мы не любим либералов, это, таких людей, они же в основном, это же пожилые люди, такие люди просто исчезнут. Их больше не будет, потому что мы их просто спасем. Потому что мы им дадим ту родину, которую они хотят видеть. Понимаете? И тогда наша жизнь станет намного лучше, и мы обретем силы, чтобы не свергнуть этого. Знаете, как у меня, когда думаю про Путина, я вспоминаю короля, мне хочется назвать его королем алчности. Давайте победим его нашей щедростью. Пускай он это увидит. И снимите вот весь этот процесс, снимайте на телефон. Пускай это будет массовым явлением. То есть снимайте на камеру, вот бабушка, вот мы тебе даем, вот так мы тебя обнимаем, и тут подходит следующий, и следующий, и следующий, и это выставляем на YouTube. Это правда разойдется миллионными просмотрами, миллиардными просмотрами по интернету, и это будет такая огромная правда, что никакая путинская ложь не сможет это просто-напросто скрыть. Понимаете? И даже если они потом тоже начнут бабушкам и дедушкам что-то раздавать, это будет тоже нашей победой, потому что мы заставили их это делать. Понимаете? Вот и все, что я хочу сказать, в принципе. Подписывайтесь на мой канал. Я хочу, чтобы у меня было больше 1000 подписчиков, чтобы я этим делом занимался профессионально. Спасибо.